З ім'ям Аллаха Всемилостивого, Милостивого, сьогодні Верховна Рада України схвалила заяву про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу. Про що це свідчить? Що це означає для нас, мусульман України, загалом? Та що це може означати для наших братів-чеченців, зокрема? Это свидетельствует и еще раз подчеркивает, что наша страна Украина в этой дикой войне, развязанной Россией, государством-террористом, что Украина на стороне правды. А как же иначе? Ведь общая боль, страдания и борьба за справедливость связывают наши народы устами легендарного поэта, автора гимна нашей страны Тараса Григорьевича Шевченко. В 1845 году он написал поэму «Кавказ», в которой осудил войну Российской империи против народов Кавказа и возвеличил борьбу народа за свободу, сказав: «И вам слава, сині гори, кригою окуть, і вам, лицарі великі, Богом не забудь, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая». А також про свого друга, який загинув в цій війні, він сказав так, в цій самій ж поемі: «Кров добру, не чорну, довелось запить, з московської чаші московського труту. О, друже мій добрий, друже не забути, живою душею в Україні витай». Чи може бути інакше? У 1847 році Тараса Шевченка заслали в Казахстан, в той самий Казахстан, куди депортували чеченців та інгушів 23 лютого 1944 року. В тот самый день, 23 февраля, но уже в 1918 году, когда большевики зверски убили муфтия Крыма, а еще исторически Литвы, Польши и Белоруссии, Нама начали джихад. В тот самый Казахстан, куда был депортирован и Джохар Дудаев с семьей. Да, Джохар, первый президент Чеченской республики Ичкерия, проживший и служивший в Украине несколько лет, в частности в Полтаве. Тот самый Джохар, который, предвидя оккупацию Крыма и эту войну в Украине еще в далеких 90-х, сказал так: «Не дай всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются, украинцы вернутся и вернут свое, а Крым – это Украина. Без свободного Крыма не может быть свободного Кавказа, без свободного Кавказа не может быть свободного Крыма. Мы все связаны с судьбой, предписанной нам от Бога, борьбой за свою свободу против общего врага, тирана и деспота, именуемого сегодня Россией, а точнее рашистами. Им было мало резни в Хайбахе, им было мало испепеленного города Джохара, да, Джохара, но впоследствии переименованного в Грозный. Им было мало резни в Самашке, убийств в Катар-Юрте. Они продолжили проливать кровь в Крыму и на Донбассе, в Мариуполе. Им всего этого было мало. Им нужна была еще и Буча, Ирпень, Изюм, Харьков, Чернигов, Киев и многие другие города и села, которые они бомбили и продолжают это делать сейчас. В которых они насиловали женщин, убивали беременных женщин, детей, ни в чем невинных людей. Так вот, для нас, мусульман Украины, это очищение. В принципе, как и для всего мира, наверное. Ведь ряды четко разделились в этой войне во всех народах на щирих українців та зрадників, колаборантів, на непокорених кримських татар, бойсунмаган Крым халкы, Крымлылар и садхинов, хаинов, на свободолюбивых чеченцев и кадыровцев. Для нас, мусульман Украины, начиная с коренного народа крымских татар, данное историческое событие означает, что эта дикая война, развязанная рашистами, она есть война добра против зла. Война притесненных против тирана и угнетателей. Более того, с точки зрения ислама, теперь эта война не только для крымских татар, мусульман Украины, которые в рядах ЗСУ борются за родной Крым, родную землю, честь, имущество. Она является борьбой на пути Всевышнего, то есть джихадом в соответствии с изречением пророка Мухаммада, мир ему, манкутиля дуна малихи фахуа шахид, манкутиля дуна динихи фахуа шахид и так далее по тексту хадиса.
Так вот, война Украины против России теперь, как я это считаю, и для наших братьев, свободолюбивых чеченцев, стала прямой борьбой на пути Всевышнего, то есть джихадом. Да, эта война унесла тысячи жизней, унесет еще тысячи. Украину продолжает бомбить, и в Украине продолжают гибнуть люди. Но отчаиваться и падать духом нельзя никогда. Считайте каждое обострение в этой войне, эскалацию, еще одним приближением к нашей победе. Ведь перед выздоровлением тело лихорадит. Как говорит Всевышний в Коране, ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. Не проявляйте слабости в преследовании врага, в войне против врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают, так как страдаете вы. Мы, крымские татары, чеченцы и вся украинская нация сегодня в этой войне боремся за свою землю, свободу, справедливость, будущее поколение. Опять же, как говорит далее Всевышний в том же самом аяте. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Но вы надеетесь получить от Всевышнего Аллаха то, на что они не надеются. Аллах знающий, мудрый. Конец цитаты. Мы готовы умирать и умираем на этом пути, чтобы жить. За что же умирают сегодня рашисты? Подытоживая, я поздравляю весь чеченский свободолюбивый народ с этим великим, как по мне, событием. Также от имени мусульман Украины высоко ценю решительность наших депутатов сегодня и поздравляю исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Закаева Ахмеда Халидовича и его заместителя, нашего уважаемого брата, полковника Абдулхакима Аджиева. Пусть Всевышний приблизит и облегчит нам эту великую победу. Аминь.